Дебаты потрібні. На параўнанні кандидатаў адразу бачна, які кандидат лепш падрыхтаваны, які лепш адказвае на пытанні, незручныя для кандидата. І у параўнанні вызначаецца, які кандидат для выбарцаў больш прывабны. Таму дэбаты вельмі супер. 9 хвілінаў для кожнага з кандидатаў вельмі недастаткова. Таму в нашай дыскусіі прымала ўдзел 2 кандидата. Лепш глядзіцца, калі 4 кандидата кожнаму задаюць пытанні. То, что было раньше, просто выступление говорящей головы в экране, это абсолютно ничего не дает избирателю, он не может делать никаких выводов. Так что это хоть и небольшой, но шажок, конечно, в сторону демократизации. Другое дело, что есть очень много «но». Первое «но» — это, конечно, сам формат, когда нам перед началом дебатов показывают бумагу, где написано черное и белое не называть, вправо и влево не уходить и так далее и тому подобное. То есть шаг вправо, шаг влево растет. Это первый момент. Второй момент — это, конечно, время. Ну что можно нормального сказать за 5 минут? Можно понять так, что наша власть настолько мало сама внимания уделяет этим выборам, что вовсе не заинтересована в том, чтобы потенциальные депутаты общались со своими. И вопросы были в основном связаны с тем, что наша партия не собирается принимать участие в выборах до конца, будет снимать своих кандидатов. Вот. И с тем не считаем ли мы, что это для политической силы как бы самоубийственно и в этом духе. Я думаю, что в выборах надо принимать участие, когда это нужно. А если это не выборы, то принимать участие в них, это значит просто помогать власти организовывать явку на шоу, на спектакль, который не имеет абсолютно никакого реального значения. Зараз ведется запись моей доверенной особы, як кандидата у депутаты Палаты Национального сходу в Республике Беларусь. И меня, як кандидата, не пустили в студию, как я назирал за тем, и коли, что мог отказать на питание. Ну, лишу, что это недопушально, и это ушемляет правы выборщиков, и мои так само. Я сегодня выступал как доверенная особа Александра Кузнецова, кандидата в партии ДНФ по Витебской городской округе. Я уже записывался в Минску в дебатах, то есть это был мой другий досвід. Могу сказать, что было певне, хотя может быть и не вельми жорстке, але обмежування по кількості питань. Ведучий одразу пропонував, що по одним питанням можна задати кожному опоненту. Ну, в принципе, у выніку погодился, конечно, с тем, как я обидва свои питання скеровал до діючого депутата Палати представників. Ну, однак у меня было питання більше. Одно з питань, яке я задав, тишилося кількості законопроєктів, які поступили у Палату представників до розгляду і розглядалися на білоруській мові. Ну, некой докладной лічби він не назвав, однак сказав, що були такі законопроєкти, особливо у сфері культури. Сказать по правде, у меня есть сумневы относно того, что это был правдивый отказ, ну, проверим тоді. Другое питання тишилося ставлення до перспективи введення російського рубля, коли це питання узникне. Ну, і знову ж опонент владний відказав, що коли питання узникне, тоді будемо думати. На сьогоднішній момент питання не стоїть, і ми не думаем. Я участвую в выборах для того, чтобы освободить нашего лидера, который на сегодня сидит в тюрьме, Николая Статкевича, членом оргкомитета партии, которую он возглавляет, я являюсь. Я считаю, что недопустимо проводить выборы, когда у нас в стране есть люди,
которые находятся не на свободе. Это говорит о том, что у нас не настолько все открыто, прозрачно, что свободы у нас, оказывается, можно лишить очень легко. Но не участвовать в выборах, я считала, это ненормально. Нормально, когда люди участвуют, получают какой-то определенный опыт, готовятся к настоящим выборам, которые, я надеюсь, когда-нибудь в нашей стране будут. И, возможно, когда-нибудь мы дойдем до этих выборов и нас изберут. Наконец мы как общество дозрели до такого дела, как дебаты. По-моему, вещь замечательная, хорошая вещь. Единственное, нужно проводить ее более или менее цивилизованно. Когда Центр избирком принимает решение не допускать в эфир любые материалы, связанные с бойкотом, ну, это точка зрения определенного части нашей оппозиции. Слава богу, что она у нее есть. Я считаю, что это неправильно. На дебатах должен каждый кандидат по-человечески и от души высказывать все, что он думает. И про власть, и про государство. И нормально не за 5 минут представлять свою программу. Ну, в принципе, это цивилизованная форма, она хорошая. Дебаты – это дебаты, которые не ограничены, скажем так, жесткими рамками времени. Я не говорю, что нужно это делать бесконечно, но, по крайней мере, 2 часа для представления людей, которые идут в парламент, к своим избирателям, я считаю, это вполне нормально. За 2 часа можно было бы развернуть программу себя, программу партии.